Мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить об истории Бахчисарайского ханского дворца. Это уникальное сооружение, вернее, комплекс зданий, который сохранился в городе Бахчисарае, к счастью, к величайшему для нас. И уникальность его состоит в том, что это единственный из сохранившихся дворцов крымских ханов. Таких дворцов в действительности было много. Мы знаем из истории хана Сахиб-Герая, что у него было 5 таких дворцов, помимо Бахчисарайского. Ну, например, мы совершенно точно знаем, что у него была резиденция в Перекопе, в городе Ор. Этот ханский дворец сохранялся до конца XVIII века, упоминается даже в одном из рапортов Потемкина. К сожалению, сейчас от него следов не осталось, поскольку он, видимо, уже в то время был в очень ветхом состоянии. Был у него загородный дворец на реке Кача, который тоже, к сожалению, не сохранился, уже, видимо, в позднее Средневековье перестал существовать. Был у него очень известный дворец в деревне Улаклы. Это сегодняшний Глубокий Яр, не так далеко от Бахчисарая. Там остатки этого дворца довольно долго еще сохранялись. И первый директор Бахчисарайского музея, кстати сказать, Усейн Баданинский, он еще в начале 20 века и в 20-е годы 20 века еще имел возможность, по крайней мере, отождествить то место, где этот дворец Улаклы стоял. Первой резиденцией крымских ханов был Чуфут-Кале, нынешний Чуфут-Кале, который тогда, конечно, Чуфут-Кале не назывался, он стал называться так гораздо позже. Это был Кырк-Ер, да, укрепленный самой природой место, которое очень большую роль сыграло в ранней истории Крымского ханства. Мы знаем о том, что там была резиденция у Хаджи-Герая. Почему он выбрал это место? Ну, естественно, что во многом, наверное, это объяснялось чисто природными причинами, да, поскольку само по себе очень неприступный такой останец, плата, которая упоминается довольно рано еще в исторических источниках, именно благодаря вот этой своей неприступности. Были и политические причины. По всей видимости, он хотел перенести туда свою столицу, свою резиденцию из города Салхата, Старый Крым, для того, чтобы уйти, может быть, от опеки такого клана Ширины, которые играли огромную роль в истории Крымского ханства на всем протяжении его истории. Но, как бы то ни было, еще вплоть до середины XVI века Кырк-Ер играл очень важную роль и считался таки столицей Крымского ханства. У нас есть об этом множество свидетельств. Ну, в частности, биограф и придворный крымского хана Сахиб-Герая, который звали Ремал-Ходжа, он был панигеристом хана, написал историю его, был его придворным врачом и гадателем одновременно. Он предсказывал ему успехи или неудачи во время его походов. Так вот, он написал поэму суфийского содержания, которая называлась «Генджи Эсрар», то есть, ну, можно сказать, что это «Сокровищница тайн», наверное, да, можно так на русский язык перевести. Так вот, она была написана в начале 40-х годов XVI века, и он специально пометил, что он написал это в столице Крыма, и он пишет о том, что это город Кырк-Ер, то есть он считал, что это на тот момент действительно была резиденция хана, потому что столица — это, конечно, то место, где хан постоянно пребывает. Но вот этих дворцов, как я уже сказал, было несколько, и Бахчисарайский дворец — это единственный сохранившийся до нас памятник крымско-татарской архитектуры, но не только крымско-татарской. На самом деле в создании этого комплекса принимал участие много архитекторов, я о них немножко расскажу. Первое упоминание вообще о строительстве на этом месте относится к началу XVI века. Это, по всей видимости, 1503-1502 год, когда мы впервые в русских посольских книгах встречаем, собственно, упоминание о сарае, да, вот таком виноградном сарае, как его называют в русских переводах, или счастливом сарае. То есть, на самом деле, речь, по всей видимости, идет как раз об этом самом месте. Оно не было укреплено, и, вероятно, это было просто одно из ханских загородных дворцов, поскольку Кырк-Ер, то есть Чуфут-Кале, находится совсем близко. И вот когда Крымское ханство входит в эпоху своего, наверное, могущества, в эпоху своего расцвета, а это как раз середина XVI века, хану Сахиб-Гераю приходит в голову мысль устроить там, вот в этой долине,
который сейчас мы знаем как место города Бахчисарай, устроить там свою резиденцию. Этот момент очень хорошо описан в историческом источнике, в истории хана Сахиб-Гирая, который написал уже упомянутый мною Ремал-Ходжа. Он упоминает о том, что была построена мечеть, он упоминает о том, что были проведены ручьи, были посажены деревья, были посажены цветы, была устроена ханская резиденция, рядом с которой устроили площадь, на которой поселили торговцев. И после этого он пишет: «И так родился город». Вот таким образом мы можем совершенно точно сказать, что именно в эпоху хана Сахиб-Гирая он начал править в 1532 году в Крыму, правил почти 20 лет. Вот именно ему принадлежит право считаться основателем города Бахчисарая и то есть придание ему вот этому столичного статуса. Хотя, безусловно, конечно, мы знаем, что это место было заселено, мы знаем, что рядом был Эски-Юрт, безусловно, который получил свое название именно поэтому, да, значит, старое место Эски-Юрт. Еще золотоордынского времени. Но вот основание столицы крымского хана, конечно, честью это приходится приписать именно Сахиб-Гираю. Значит, от этого периода у нас осталось одно замечательное сооружение, которое сейчас находится в комплексе Бахчисарайского ханского дворца. Это бани Сарай-Гюзель, которые имеют над входом так называемый тарих, то есть такую каменную табличку с надписью, в которой дана дата строительства этого сооружения и упомянуто имя человека, за чей счет, да, и на чьи средства это сооружение было построено. Вот как раз в этом тарихе упомянута дата 1532 год. Значит, это, естественно, там дата дана по хиджре, но если переводить эту дату на христианское летоисчисление, то это 1532 год, то есть как раз время прихода к власти Сахиб-Гирея. Он был очень хорошо образован, он получил блестящее образование, находясь в Стамбуле. И, конечно, находясь там, в блестящей столице Османской империи, конечно, не мог не наблюдать весь тот блеск и всю ту пышность, да, всю ту красоту, которую тогда представлял собой Стамбул. Конечно, вероятно, многие обычаи, в том числе архитектурные, он взял оттуда. Как этот первоначальный дворец был устроен? Вот очень многие европейские путешественники XVIII-XIX века всегда писали о некой неупорядоченности, скучности этих дворцовых строений и приписывали это такой, может быть, нерегулярности в постройках и перестройках этого сооружения, да, этого комплекса зданий. Возможно, отчасти они были правы, но в действительности, если мы внимательно посмотрим с вами на структуру Бахчисарайского дворца, то увидим, что никакой неупорядоченности и нерегулярности там нет. На самом деле весь этот комплекс, он подчинен очень четкому замыслу. И вот один из, кстати сказать, путешественников, такой в XVIII веке там побывавший, Кастельнёв, такой француз, который на самом деле очень верно увидел вот эту черту всего комплекса. Если мы входим в главные ворота дворца, то увидим, что с левой стороны находится кладбище, да, ханское, там находится дюрбе, то есть те мавзолеи, как их принято называть, где покоятся останки ханов, и там же находится большая ханская мечеть, да, Бюйүк-Джами. То есть это с левой стороны. С правой стороны мы видим те помещения, которые предназначались для государственных дел, видим ханский дворец. Ну и, как Кастельнёв писал, это, значит, вот эта соколиная башня, в которой содержались соколы, по преданию. Насколько правдива эта легенда, это другой вопрос. Таким образом, мы видим, что на самом деле весь комплекс дворца четко разделен на две половины. Значит, сакральную левую, которая условно связана с миром потусторонним, да, и правую, которая связана с миром земным, да, то есть которая не связана с загробным миром. Нам на помощь опять приходит текст Ремала-Ходжи, который очень подробно пишет о задумке хана Сахиб-Гирая, когда он этот дворец строил. Я думаю, что изначально его мыслью было построить в этой долине некое подобие рая. На самом деле очень многие дворцы
были, вот идея строительства этих дворцов была, ну, если угодно, была проникнута идеей коранического рая, да, то есть описание райского сада, как он рисуется в Коране. Это большое количество воды, это большое количество цветов, благоуханий, ну и, естественно, сопутствующие этому вещи. Значит, это гурии, это фонтаны, это вино, и это вот все удовольствия, которые сулит мусульманину попадание в рай. И таким образом зримый образ вот этого дворца, зримый образ этого коранического рая, они попытались создать в действительности. Разумеется, тут не было такого прямого копирования, но это был некий образ, некая попытка передать вот этот мир теми доступными им средствами: архитектурной средой, ландшафтом, звуками и запахами. Естественно, что этот комплекс с тех пор претерпел значительные изменения, и немногое осталось от этой задумки. Но даже если мы попытаемся воссоздать и реконструировать этот образ, то мы, в общем, я думаю, в этом можем вполне себе и преуспеть, если просто представим, что было в основной идее этого строительства.